Доброе утро, дорогие телезрители! За окном 7 июля, вторник, лето набирает обороты, а мы вырываемся в ваш дом с теплом и самыми важными событиями последнего дня. Давайте сделаем это утро продуктивным вместе с нашими постоянными рубриками, зарядимся активностью на весь день, сделаем утреннюю зарядку, узнаем, чем знаменателен сегодняшний день, какие даты и события произошли в истории, что можно прочитать летом и где найти студентам работу. Все это и еще массу последних новостей из жизни мира, России и, конечно, республики. Только у нас на Якутия-24. Утро Якутии вместе с вами. Мы также вместе с вами в Максе и в Телеграме. И сейчас я для вас расскажу еще одну очень интересную новость. Впереди у нас, конечно, перед погодой у нас для вас прекрасная новость. Сегодня вторник, а значит новая игра от нашей редакции. На этот раз приз сертификат в сеть магазинов «Оптика», «Оптика ЕКТ» и спрей для очистки линз. Да, так что полезно и интересно. Отличный подарок для тех, кто носит очки или заботится о зрении. Условия участия классические. Быть подписчиком нашего телеграм-канала «Утро Якутии» и нашей группы в Максе. Написать комментарий с ответом на вопрос. Ответы принимаются и в Телеграме, и в Максе. Где вам удобнее, там и пишите, обязательно все прочитаем и учтем. Вопрос сегодня только для внимательных зрителей нашего эфира. Как зовут тренера, который проведет сегодняшнюю утреннюю зарядку? Вот так вот правильно звучит. Как выбираем победителя? Как всегда, завтра утром в прямом эфире путем генерации случайных чисел посчитаем, какие у вас ответы, сколько из них, конечно, правильных, кто подписан на нашу группу в Телеграм-канале и в Максе, и ответим, кто же станет этим счастливчиком, кому сегодня утром повезло, кто был самым бодрым, самым внимательным и очень часто с нашим тренером делает зарядку. Ну, а сейчас смотрите нашу программу внимательнее. В рубрике «Утренняя разминка», как всегда, не только полезная теперь зарядка, но и титры «Как же зовут тренера», поэтому озвучивать не буду. А прямо сейчас полезная информация, как и всегда с утра, собираемся на работу, собираемся на прогулку, поэтому нужно знать, какая погода за окном. Итак, в центральных районах сегодня 24-32 выше 0, в Заречной группе 25-31 со знаком плюс, в южных плюс 21, плюс 29, в Вилюйской группе 25-32 выше 0, в Нижнеленских 22-29 градусов тепла, в западных плюс 24, плюс 31, в Колымо-Индигирской группе Улусов плюс 5, плюс 25 градусов, в Янских плюс 10, плюс 19, на северо-западе 1-24 градуса выше 0. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 18 градусов тепла, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер 1 метр в секунду юго-восточный. Но днем без осадков, ветер южный 3,8 метров в секунду, температура столицы летняя, жаркая, поэтому будьте осторожны и внимательны, 31-33 градуса. Ну что, по погоде мы узнали. Напоминаю, что вы уже должны заходить в Макс и в Телеграм-канал, чтобы подписываться, да? Ну а прямо сейчас последние новости на этот час. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. С 1 сентября этого года в России вступают в силу новые правила выдачи медицинских справок и заключений. Согласно приказу Минздрава России, право на получение медицинских документов пациента официально закрепляется за близкими родственниками, включая братьев и сестер. Среди ключевых изменений – отмена требований обязательного согласия пациента на выдачу справки в электронном виде, возможность оформления заключений в произвольной форме. Нововведение призвано упростить процесс получения документов, при этом справки по-прежнему будут выдаваться строго на основании записи медицинской документации. В Якутске 5-й раз стартовал бесплатный образовательный проект «Малый бизнес для большой семьи». Из 30 поданных заявок конкурсный отбор прошли только 20 семей из разных районов и города, готовых создать свое семейное дело. В течение 5 дней участники под руководством наставников Центра «Мой бизнес» пройдут путь от идеи до составления финансовой модели и дорожной карты развития. Программа включает в себя лекции, психологические тренинги по развитию личного роста и выездные экскурсии на успешные предприятия города. В финале обучения в эту пятницу состоится защита готовых бизнес-планов, а автор лучшего проекта получит грант в размере 150 тысяч рублей на старт своего дела. У них у всех разные планы по реализации. Самое главное направление этого года у нас это направление по использованию местного якутского сырья и различные виды
местной этносоставляющей. Да? У кого-то там гончарная мастерская, у кого-то пошив одежды в якутском стиле. Ну, такое, да, создание местных каких-то производств. В прошлом году у нас выиграла семья из Хангаласского улуса. Поступить на целевые места в Северо-Восточный федеральный университет стало легче. Для удобства подачи документов для абитуриентов заработал навигатор целевого обучения. В нем можно быстро найти подходящее предложение от работодателей, выбрать желаемое направление, форму обучения и перейти к подаче заявки на платформе «Работа в России». В 2026-2027 учебном году в СВФУ предусмотрено 351 целевое место по программам бакалавриата и специалитета, 340 на очную форму обучения, 11 на заочную. Еще 3 выделены в магистратуре. Этот навигатор целевого обучения у нас, он ориентирован для абитуриентов и их родителей, чтобы они быстрее, оперативно и удобнее для них смогли ознакомиться с этими предложениями. Этот сервис помогли создать выгрузка из госкомзанятости, и студенты, которые меня проходили практику, это студенты Чукотского филиала, там и указаны и заказчики, и работодатели, и сколько лет человек должен отработать в том или ином месте после завершения своего обучения по целевому. В России предложили ввести единую федеральную выплату в размере 20 тысяч рублей для пар, проживших в браке не менее 50 лет. Соответствующей с инициативой главе Минтруда обратилась первый зампред комитета Госдумы по защите семьи. Предлагается установить минимальный порог выплаты с ее последующей индексацией, чтобы обеспечить единый подход к поддержке семейных юбиляров во всех регионах страны. По мнению автора проекта, такая мера станет важным стимулом для укрепления института семьи и признанием общественной значимости крепких многолетних союзов. Сильнейшие масс-рестлеры в России представят страну на 6-х всемирных играх кочевников в Кыргызстане. Соревнования пройдут с 31 августа по 6 сентября и соберут атлетов из более чем 90 стран. В этом году тренерский штаб сборной России принял решение направить на турнир первых номеров национального чемпионата для максимального результата. В состав команды вошли Лейла Шагисултанова, чемпион мира Айсен Мигалкин, Денис Федоров и Василий Захаров, чей переход в более тяжелую весовую категорию стал главной сенсацией отбора. Всего программа игр включает около 40 видов спорта, в том числе якутский масс-рестлинг и хапсагай. Это были все новости этого утра. До встречи в дальнейших эфирах. Сегодня авиационная охрана лесов России отмечает 95-летие. За эти годы небольшие авиапатрули превратились в современную службу, которая помогает вовремя обнаруживать и тушить лесные пожары, защищая миллионы гектаров леса. Для Якутии эта работа имеет особое значение. Ежегодно специалисты работают в сложных природных условиях и стоят на страже одного из крупнейших лесных фондов страны. О том, как зарождалась авиационная охрана лесов, как развивалась в нашей республике и чем живет сегодня, поговорим с начальником якутской базы авиационной охраны лесов, заслуженным лесоводом Российской Федерации Владимиром Сергеевичем Леоновым. Доброе утро. Доброе утро. Владимир Сергеевич, поздравляем в вашем лице всех с профессиональным праздником. Спасибо. Ну и, конечно, хочется сразу сказать, что это очень такая сложная профессия, очень нужная и востребованная, тем более в наших условиях. Но а как сейчас, что значит в российской системе именно охрана лесов, именно с авиацией? Какое значение она имеет на уровне страны? Ну, на уровне страны, конечно, авиационная охрана имеет огромное значение. Особенно для тех районов, как Дальний Восток, где инфраструктура не совсем развита, и достичь каких-то определенных участков невозможно без авиации. Наземным путем технику невозможно доставить, поэтому здесь авиация применяется в полном объеме. Угу. Сколько обычно длится один вылет и как интенсивно работает, особенно в летнее время, когда пожары особенно актуальны? Ну, у нас авиационная охрана разделена по авиационному мониторингу, да, и каждый район распределено по авиационным маршрутам. То есть маршруты везде разные, и территория у нас огромная. Вы понимаете, что у нас несколько станций размещается на территории Якутии. Маршрут может длиться от 4 до 6 часов в воздухе. То есть практически это как полет отсюда до Москвы. Ничего себе. Насколько сложно работать в авиационной охране и как часто приходится именно вылетать, совершать прыжки для определения именно локации пожара? Вообще, как зародилась она на территории республики? Ну,
на территории республики это было в 1944 году. То есть тяжелое военное время. Правительством Якутской ССР было принято решение о создании авиационной охраны. То есть первый полет был совершен 10 июня 1944 года по территории якутского лесничества. А второй полет был сделан 14 июня на территории Алекпинского лесничества. Вот от этого времени мы считаем развитие авиации именно в Алекпинске. То есть не в Алекпинске, а на территории нашей республики. А в целом авиационная охрана была основана в 1931 году. Это первый полет, который произошел в Горьковской области. Сколько он длился и кто участвовал? Ну, он длился буквально там 1,5 часа. Это на самолет еще в то время по 2, такое, как называли, этажерка, да, в то время. Этот полет дал основу именно авиационной охраны, которая потом производилась по всей России нашей. Как с тех пор улучшилась лесоохрана, именно авиационная, да, и как изменилась принцип вашей работы? Ну, авиационная охрана, конечно же, с рождения и на сегодняшнее время она существенно изменилась. Во-первых, уже современные воздушные суда, применяется парашютная система уже как летающее крыло, то есть практически парашютисты прилетают на площадку приземления буквально там 15 на 15 метров. Применяются новые технологии, это космический мониторинг, беспилотные летательные аппараты. То есть космический мониторинг мы уже видим практически вот где-то буквально загорелся какой-то дом на территории населенного пункта, мы уже видим, то есть, что есть возгорание. Практически костры наблюдаем по всей территории нашей республики. А насколько масштабная у вас территория вы исследуете на данный момент и контролируете? Знаете, территория Гослесфонда на территории республики это 250 миллионов, больше 250 даже миллионов гектар. Это огромнейшая территория. Мы самый большой субъект Российской Федерации, который имеет такую территорию Гослесфонда. Но охраняемая территория у нас порядка 80 миллионов. То есть часть территории идет как зона контроля, но тем не менее, значит, на этих зонах контроля мы также применяем авиацию, недопущение угрозы населенным пунктам, объектам экономики. Поэтому тушение практически на всей территории мы производим. Тогда в функции, получается, входит и мониторинг, контроль, тушение. Что, может быть, мы что-то упустили? Нет. Мониторинг производится для того, чтобы выявить лесной пожар. То есть космический мониторинг, он как сопутствующий. Производится осмотр всей территории с космоса. Но не всегда это можно увидеть, потому что бывает облачность, бывают какие-то засветки, которые спутник выдает как возгорание, а по факту это нагрев скалистой местности или там коса реки. То есть спутник воспринимает это как лесной пожар. Ну, тепловизор так определяет. Поэтому мы должны все это дело проверять. Любая термоточка, которая появляется по космическому мониторингу, мы ее обязаны проверить и дать, идентифицировать и сказать, это пожар или это всего лишь простая засветка. Насколько вот скорость реагирования возросла на данный момент? Но, знаете, по оперативности вот на сегодняшний день у нас было 98%. Это слишком большой для республики показатель. Ну и численность наша на сегодняшний момент, конечно же, возросла. У нас на сегодня штатная численность учреждения это 1090 человек. Из них парашютно-десантной службы это порядка 850 человек. Летчиков-наблюдателей это 52 человека. То есть у нас открыто 25 новых авиаотделений. И на следующий год еще планируется открытие в арктической зоне, новое еще одно отделение. Как можно к вам попасть? Какие качества должен обладать человек, чтобы вот работать у вас? Ну, к нам попасть, в принципе, легко. Главное, чтобы человек хотел тушить лесные пожары, то есть был именно привязан к родной природе. Ну и самое главное, это физически крепкий человек, который может работать в тяжелых условиях. Потому что тушение лесных пожаров – это очень тяжелая и опасная работа. Ну, есть какие-то, может быть, требования к образованию, к обучению? Мы парашютистов, пожарных, десантников пожарных учим сами. То есть человек может даже со средним образованием прийти к нам, и мы проведем обучение, подготовим его, и он будет работать. Ну, конечно, требования, если это будет инструкторский состав или летчик-наблюдатель, там уже требования именно по образованию, либо среднетехническое, или же лучше высшее образование, когда человек должен уже разбираться во всех других тонкостях.
Ну, столько, получается, лет прошло, такое огромное развитие получила информационная, технологическая служба. Что бы вы хотели сказать сегодня своим коллегам? Ну, во-первых, я хотел своих коллег поздравить вот именно с такой датой. 95 лет авиационной охране лесов. Это серьезная дата. И пожелать, самое главное, всем здоровья. Здоровья, успехов в труде. Ну и стоять также на страже защиты лесов нашей Родины. Спасибо большое. Я думаю, что сейчас многие пересмотрели, потому что как бы тушение лесов для всех было это что-то нетехнологичное, да, такое более... Мы всегда воспринимаем профессию по своим ощущениям, да. Сегодня мы узнали, что это огромная служба, которая работает на благо всей республики и всей России, и уже совсем с другим технологическим подходом. Тоже вас поздравляем с этим праздником, желаем вам дальнейшего развития, успехов, ну и, конечно, здоровья, чтобы вы все возвращались домой. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо нашему гостю. Сегодня мы говорили о людях, которые охраняют наши леса с высоты птичьего полета. Это не случайность. 7 июля в России отмечает 95-летие авиалесоохраны. Именно в этот день, в 1931 году, с Нижегородского аэродрома поднялся первый самолет для патрулирования лесных массивов. Но это лишь одна из славных дат сегодняшнего календаря. В этот день, ровно 256 лет назад, русский флот одержал триумфальную победу. День воинской славы России сегодня тоже отмечается. И в народном календаре сегодня Иван Купала. Вот такие даты, знаменательные события сегодня произошли. Подробнее в нашей постоянной рубрике. На календаре 7 июля сегодня отмечают День образования авиалесоохраны России, День киберспорта в России. По народному календарю Иван Купала. Название праздника имеет христианское происхождение и восходит к имени Иоанна Крестителя, которого поминают в этот день. По преданию, он был ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим пришествие Спасителя, а позже крестившим его в водах Иордана. Само прозвище Иоанна Креститель в переводе с греческого означает «тот, кто купает», ведь обряд крещения представляет собой именно погружение в воду. На Руси это прозвище переосмыслили и связали с традицией купаться в этот день в водоемах. Купания начинались накануне, вечером дня Аграфены-купальницы, и продолжались всю ночь. В сам же день Ивана Купалы окунаться в реку или озеро нужно было непременно между утренней и обедней. Считалось, что после этого проходят все болезни. Люди внимательно наблюдали за соседями, считалось, что в это время не купается только колдун. Этот день в истории – 1770 год. Во время русско-турецкой войны 1768 по 1774 годов произошло Чесменское сражение. В 1807 году начались русско-французские переговоры, завершившиеся подписанием Тильзитского мира. В 1881 году в Риме была впервые напечатана сказка Карло Коллади «Пиноккио». В 1891 году курьерская служба American Express запатентовала дорожный чек. В 1957 году открылась первая Пагуошская конференция, заложившая начало международной кампании за ядерное разоружение. В этот день родились Жозеф Мари Жаккар, французский ткач и изобретатель; Вера Фигнер, русская революционерка, народница, писательница; Густав Маллер, австрийский композитор и дирижер; Владимир Дуров, русский дрессировщик и цирковой артист; Виторио де Сика, итальянский актер, режиссер; Наталья Бехтерева, советский и российский нейрофизиолог, академик; Елена Образцова, советская и российская оперная певица, педагог, народная артистка СССР. Именины сегодня отмечают Антон, Иван, Никита, Яков. Ну, спасибо нашей постоянной рубрике за эти исторические вехи. А теперь от великих сражений к великой битве с утренней сонливостью. Лето, каникулы, дети дома и, конечно, требуют движения. Специально для вас мы приготовили простую утреннюю зарядку, которая осилит вся семья, конечно. Делаем разминку все вместе, все к экрану. Ну и, конечно, смотрим внимательно на титры. Зачем? Потому что вам нужно правильно ответить, как же зовут тренера. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы с вами делаем летнюю зарядку. Она подходит для любого возраста. Ее можно сделать так же, как и я, вместе с детьми. Итак, ножки на ширине плеч. Вдох. И выдох. Еще раз. Вдох. Выдох. Замечательно. Руки внизу. Поднимаем плечи наверх. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8. Чуть побыстрее. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7,
8. Поворачиваем корпусом. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. 5, 6, 7, 8. Еще. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. Замечательно. Руки в сторону. Поворот корпуса. И раз, два, три, 4, 5, 6. Руки шире. 7, 8. Побыстрей. Раз, два, три, 4, 5. Руки выше. 6, 7, 8. Есть. Опустили руки вниз. Вдох. И выдох. Чуть-чуть подтянули вперед. Поменяли ручку. Есть. Руки назад, замок. Назад. Есть. Молодцы. Следующее упражнение — наклоны корпуса. И раз. Поворот. 2. Опускаемся вниз. 3, 4. Есть. Раз. 2. 3. 4. Еще разок. Раз. Чуть побыстрее. 2. Ниже. 3, 4. И раз. 2, 3. Замечательно. 4. Руки на пояс. Теперь следующее упражнение. Заводим ножку назад и пружиним ее в воздухе. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Есть. Поменяли. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Замечательно. Руки поставили в сторону. Теперь в сторону уводим ножки. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Есть. Поменяли. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь вперед. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вперед другой ножкой. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Есть. Делаем вдох. Выдох. И еще разочек. Вдох. Выдох. Мы завершили нашу зарядку. Желаем вам хорошего дня и прекрасного настроения. Ну, спасибо большое, Виталине, за пожелания. Кстати, да, я специально для вас произнесла, поэтому, надеюсь, вы смотрели очень внимательно. Напоминаем, в нашей группе в Телеграм-канале и в Максе вы можете ответить на вопрос и получить приз от оптики ЮКТ для того, чтобы не только лучше видеть, но и просто порадовать себя с утра. Поэтому участвуйте, пишите, подписывайтесь на наш Телеграм-канал и также группу в Максе, чтобы настроение было прекрасным, были чуть ближе, и вот такие замечательные игры дают возможность вам улучшить свое настроение с утра. Ведь все просто, главное быть внимательным. Но вообще, красивое и здоровое тело — цель многих, но далеко не все знают, с чего начать путь к нему. Одни доверяют советам из интернета, другие обращаются к тренеру, а кто-то составляет программу с помощью уже современных нейросетей. Как избежать ошибок на старте и о важности питания расскажем в следующем сюжете. Каждый год тысячи людей покупают абонементы в спортзал, но сразу же возникает главный вопрос – как заниматься правильно, чтобы увидеть результат и не получить травмы? Конечно, если есть возможность, то начинать тренировки лучше с персональным тренером. Сейчас очень много информации в интернете, очень много видео, даже есть нейросети, которые составляют тренировочные программы, да? Но, опять же, у каждого человека организм индивидуален. У кого-то есть проблемы с опорно-двигательной системой, у кого-то короткий связочный аппарат, да? И неважно то, как записано даже в анатомии, да, или в фитнес-книжках, те же банальные приседания, да, техника их зафиксирована, она подходит не каждому человеку. И, соответственно, чтобы не травмироваться, да, мы должны первые тренировки хотя бы там неделю, вообще желательно месяц, дать себе позаниматься с тренером, чтобы мы поняли, как поставить технику, как составлять программу, а также пообщаться с тренером насчет питания, да, потому что у вас должна быть цель или похудеть, или набрать мышечную массу, да.
или просто как бы для поддержания фигуры. Но если возможности заниматься с персональным тренером нет, составить первую программу поможет искусственный интеллект. Главное правильно сформулировать свой запрос. В промпте обязательно укажите возраст и пол, рост и вес, уровень подготовки, цель тренировок, количество занятий в неделю и наличие травм или ограничений по здоровью. Чем подробнее исходные данные, тем точнее получится тренировочный план. Но даже в этом случае специалисты рекомендуют первое время внимательно следить за техникой выполнения упражнений. Питание – это 90% успеха результата. Обязательно питание должно быть не просто так, что если я хочу похудеть, я должен есть 1000 калорий там, или 800 калорий. Да? У нас питание – это залог, и оно должно состоять из макронутриентов. То есть мы должны делать акцент на белки, жиры и углеводы. И подбирать это все тоже сугубо индивидуально, отталкиваясь от каждого организма, отталкиваясь от его цели. Если похудеть, то мы делаем дефицит белков, жиров, углеводов. Если набрать мышечную массу, то профицит, да, и, соответственно, мы еще делаем учет на активность человека в бытовой жизни. Тренировки не заканчиваются после выхода из спортзала. При снижении веса важно больше двигаться и в обычной жизни. Тренер рекомендует проходить около 10 000 шагов в день, а после силовой тренировки выполнять кардио. Если цель поддержания формы, достаточно 2 кардиотренировок в неделю продолжительностью 30-45 минут. А при наборе мышечной массы кардио можно сократить до 1 раза в неделю или вовсе исключить. Даже спортсмены читмилы делают там раз в 2 месяца, в 3 месяца. И желательно, если вы задаете себе цель проработать над своим телом, то это долгосрочная цель. И читмил не реже и не чаще, чем раз в 2 месяца хотя бы. Вообще, человек, который не готовится к сцене, он может есть разнообразно, просто в ограниченной рамке своего рациона, а именно содержание белков, жиров и углеводов. Можно кушать и конфеты, и шоколад, и любые крупы, макароны, и любые соусы. Просто нужно научиться работать с программой и составлять себе питание от своего желания. Тогда вообще никакие читмилы не понадобятся и не будет срывов. Полностью запрещать себе любимые продукты вовсе не обязательно. Намного эффективнее научиться соблюдать баланс белков, жиров и углеводов и вписывать небольшие сладости или десерты в общий рацион. Такой подход помогает избежать перееданий и легче придерживаться режима питания. Начать заниматься можно в любом возрасте и с любым уровнем подготовки. Главное не откладывать тренировки на потом и не бояться сделать первый шаг. Если вы регулярно соблюдаете питание, тренировки, у вас есть хорошая дисциплина, у вас терпение, и очень важно, да, если у вас здоровый сон, то результат будет уже, первый результат, он уже проявится буквально через 2-3 месяца. Но если мы продолжим уже дальше заниматься, наше тело преобразуется еще намного лучше. Поэтому тут не играет роль такая, что через 2 месяца мы увидели результат, все, значит, я торможу, мне его достаточно. Нет, это только первые веточки такие нашего результата, и нужно продолжать работу. Если вы решили заниматься с тренером, обращайте внимание не только на стоимость занятий, но и на образование специалиста, его опыт и результаты подопечных. Ведь красивое и здоровое тело – это не вопрос быстрых решений, а результат регулярной работы над собой. Но сейчас мы хотим поговорить о традиционной якутской кухне. Якутская кухня – это не только традиционные блюда, но и история каждого улуса, местные продукты и семейные рецепты, которые передаются из поколения в поколение. Недавно на Эсэхиалнхо стартовал новый гастрономический проект «Вкус улусов Якутии», где районы представили свои кулинарные визитные карточки, чтобы показать все разнообразие нашей республики. О том, как появился этот проект, что в нем особенного и почему через еду можно лучше узнать Якутию, сегодня поговорим с руководителем инициативной группы по сохранению и развитию кулинарного наследия Якутии Светланой Николаевной Александровой и участником проекта, художественным руководителем этнокультурного центра села Брагонцы Булунского улуса Павлом Николаевичем Дьяконом. Доброе утро.
Здравствуйте, Вероника. Ну, вот мне повезло с утра. У меня вот все такое вкусное, красивое. Смотрите, морожка. Вот это просто потрясающе. Я ее вижу очень редко вживую, несмотря на проживание в очень редкая Якутии. Да, ягода, да. очень редкая ягода. Ну и сразу хочется спросить, вот такой уникальный проект, как «Вкус Якутии», как появилась идея, как реализовалась, насколько это сложно собрать все кулинарные секреты нашей республики в одном месте? Да, спасибо, Вероника. Я бы хотела рассказать очень много и очень долго, об этом можно говорить, да, но кратко, если сказать, в целом, да, откуда появилась эта идея, мы все понимаем, что когда мы говорим о своей идентичности, да, как народов и так далее, первостепенно в базу идут наш язык, наша ремесленная деятельность, ну и куда без наших кулинарных традиций, потому что кулинарные традиции — это живой носитель истории, нашей истории. Поэтому на таком масштабном одном из важных мероприятий, национальном празднике Сэхалонхо, мы были поддержаны руководством республики, организаторами этого мероприятия представить как раз-таки вкус улусов Якутии. Мы благодарны за такую возможность показать нашим гостям, участникам, да, вообще, какие возможности есть, какие широкий спектр таких вкусов у нас есть. Вот чем новый проект отличается от других гастрономических фестивалей, которые проводятся там в рамках других событий, там «Зима начинается в Якутии», там тоже какие-то гастрономические вещи были, но вот здесь это же просто уникально собрать всех на одной площадке. Здесь, наверное, сильно такого отличия нет, но именно в контексте этого мероприятия мы все-таки хотели рассказать про наши национальные традиции, потому что Республика Саха-Якутия — это огромная территория, у нас у нас много районов, и даже внутри районов на самом деле и традиции, какие-то свои уникальные секреты, технологии и так далее, да. И мы наглядно увидели со всеми участниками, насколько действительно оленина в одном районе и оленина в другом районе, они по способу приготовления даже отличаются. И это очень классно рассказывать и показывать, и пробовать на вкус такие моменты. Павел Николаевич, расскажите нам, мы, как пропустившие, что же вы готовили на данный фестиваль и почему выбрали это блюдо? Ну, я как представитель Булунского улуса, я приготовил на презентацию костный мозг. Это сели. Это чонку, да? Чонку. Да. Ага. Это деликатес. Да, деликатес. Но это наш. Конечно, оно оригинальный совсем. И всегда у него традиционный вкус. И все любят, и дети, и взрослые. Вот, даже наши предки в старину с собой брали эту чонку, и обязательно мясо сухую, вяленую. Вяленое. Да. Ленина, чтобы она на дальнюю дорогу, да. И вот эти традиции, да, мы всегда с собой носим. Вот, и готовим именно такие блюда. Вот, когда бываем на дальних дорогах, на участках, обязательно тоже готовим. Вот. Или на охоту. Вот да. вроде бы как блюдо, но оно рассказывает, видите, образ жизни показывает. Вот рассказывает Павел Николаевич, что это брали в дорогу, вялили мясо, да, вот вяленое мясо с собой брали. Это тоже показывает уклад, да, жизни на севере, на Арктике. Тоже очень интересно. Насколько сложно приготовить и из чего вы, получается, готовили? Ну, готовится она быстро, да. Сначала берем кость этого оленя. Ага. С него снимаем всю мякоть, потом сухожилие, потом пленку, чтобы кость должна быть чистой. И потом его, на участках, там, в лесу-то, и топором только разрубаем. Вот и пополам его. Да, а здесь вот на выставке, на проекте, да, мы его распилили. Ну, конечно, чтобы ровненько, красивенько было. Распилили пополам, вот, на две части. И вот в таком виде его
ложишь с открытой частью, да, и потом его солишь, и приправу там можно, ну, чуть-чуть. И потом на фольгу заворачиваем, чтобы ни одна воздух не было, не выходило. И на уголь ставим. Ну, минут 10 на угле. И все готово. Вроде бы такой простой рецепт, Да. на самом деле очень сложно в современной Трудоёмко, действительности да. это сделать. И вот это после приготовления, да, когда вытаскиваешь, мы берем этот тринка называется, палочка, тоненькая вот такая, плоская, да, и вот этой палочкой кушаем. Вообще вещь. Я, кстати, да, на месте увидела, со стороны там увидела, как люди действительно, я бы, наверное, будучи, ну, не зная, как это вот рынка есть, Да. я увидела, как люди вот его подхватывают с Да. другой стороны и вот так вот как-то вот так ведут и ну, как бы вот как называется это сили костный мозг, костный мозг. и он как бы весь как бы отслаивается. И В общем, нужно еще и учиться правильно есть. да, да, Правильно есть. да, есть такие моменты. Ну, хорошо, что хоть один секрет мы за нашу встречу успели открыть. Спасибо вам большое за фестиваль. Я думаю, что все загорелись посетить его в следующем году. А вот давайте попробуем, что у нас сегодня. Пожалуйста, попробуйте. Ты что? Какая у нас рыба? А это осетр соленый, а это наш знаменитый северная морожка. Так. Так, а давайте осетры мы еще не показывали. Вот Да. смотрите, как потрясающе это выглядит. Вот я надеюсь, телезрителям передается и запах тоже по возможности. Так, давайте пробовать. Попробуйте. Потрясающе. Ну, осетр, конечно, конечно. Спасибо большое, что пришли, что угостили. Очень вкусно. Ну, такое в городе не попробуешь, это можно только у вас попросить. Приезжайте обязательно еще на фестиваль, и, конечно, ждем, что он будет расширяться, что участников с каждым годом становится больше. Обязательно. И мы узнаем Я еще бы немало хотел бы, секретов. да, можно я перебью, чтобы этот такой проект, да, он вообще, как говорится, впервые такой, да, проект. И оно продолжалось, этот проект. Не только вот в Исыхе, да, а вообще в республике. Да, мы работаем, потому что мы слышим наших носителей кулинарных традиций и очень рады им организовывать такие встречи, такое заявление о нашей культурной идентичности. Я думаю, что такое заявление вам должно быть очень приятно, потому что это говорит о том, что вы сделали большое дело, которое, правда, откликается в сердцах. Спасибо вам большое. Ну и приходите делиться секретами чаще. Спасибо, спасибо, Вероника. Дорогие друзья, мы рады, что есть такие проекты, что сохраняются национальные якутские традиции, что мы можем теперь их увидеть ближе, не выезжая даже далеко из города. Да вот с нами поделились одним секретом. Я уверена, что такие секреты есть в каждом районе, поэтому о них тоже вы можете нам рассказать посредством телеграм-канала IMAX. Мы обязательно, может быть, даже выпустим в эфир и хотя бы зачитаем. Ну, а прямо сейчас переходим к нашим студентам. Есть два способа провести лето в студенческие годы: лежать на пляже, глядя на чаек, или работать и набираться опыта. Мы отправили наших корреспондентов узнать, где можно найти уникальную работу студенту, интересную, полезную и насколько это сложно. Идет второй месяц лета. Экзамены давно закончились, а наши студенты вместо отдыха на пляже предпочитают подзарабатывать. Куда их охотно принимают и где они чаще трудоустраиваются, узнаем прямо сейчас. Поработав всего месяц в магазине канцелярских товаров, Роберт утверждает, что ему совсем не трудно. В его обязанности входит прием исходящих звонков, холодные обзвоны потенциальных клиентов для предложения закупок и параллельно взаимодействует с аудиторией в социальных сетях. Алло, здравствуйте. Звоним с коммерческим предложением насчет закупки канцелярских товаров. Вам что-нибудь нужно в ближайшее время? Моя специальность — это рекламист и пиарщик, поэтому я подумал, будет логичнее выбрать по профессии. В принципе, устроиться на работу было нетрудно. Откликнулся по рассылке в WhatsApp. Вот, и пришел сюда и сразу на следующий день начал работать. Раньше я летом работал грузчиком, также подрабатывал контролером. Сегодня я расскажу про какие скидки у нас идут
Сейчас на данный момент у нас идут скидки 50%. Работодатели часто доверяют SMM-продвижению молодым, так как они быстрее осваивают современные цифровые инструменты. Но SMM-сферы — это не единственные, где студенты находят себя. Кто-то предпочитает живую работу с людьми. Наша следующая героиня выбрала продажу бижутерии. Айта с детства любит носить украшения, и благодаря своей подработке она на ходу уже профессионально изучает камни, из чего сделана бижутерия или что означает тот или иной орнамент. По ее словам, это бесценный опыт. Нет, моя сфера в том, что я консультирую, помогаю и рассказываю про камни. Но главное, чему она научилась здесь, это клиентоориентированность и дисциплинированность. После лета Айта планирует совмещать работу с учебой. Пока наша героиня сидит за прилавком, другой студент ездит по городу. Алексей работает таксистом и курьером. Такой формат позволяет ему подстраиваться под учебу. Например, он иногда берет заказы между парами или в обеденный перерыв. Я выбрал эту работу, потому что я могу совмещать с учебой. Например, у меня появляется очень много окошек между парами, и я там немножко подрабатываю. Трудности всегда возникают, конечно. Весь смысл жизни в этом заключается, чтобы решать эти проблемы. И я должен анализировать пассажира. Как мне добиться, чтобы он мне поставил 5 звезд, я думаю. И у меня также развивается коммуникабельность. Доставка и такси для меня является, подработкой. На еду, на хлеб. Прошлой зимой Алексей подрабатывал утеплением автомобилей. И именно на эти деньги он приобрел свою первую машину. Наши герои научились не только зарабатывать, но и общаться с людьми, планировать время и нести ответственность. Каждый из них выбрал свой путь и проводит лето с пользой. Мина Варламова, Артумен Наговицын, Якутск. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. С 1 сентября этого года в России вступают в силу новые правила выдачи медицинских справок и заключений. Согласно приказу Минздрава России, право на получение медицинских документов пациента официально закрепляется за близкими родственниками, включая братьев и сестер. Среди ключевых изменений – отмена требований обязательного согласия пациента на выдачу справки в электронном виде, возможность оформления заключений в произвольной форме. Нововведение призвано упростить процесс получения документов, при этом справки по-прежнему будут выдаваться строго на основании записи медицинской документации. В Якутске 5-й раз стартовал бесплатный образовательный проект «Малый бизнес для большой семьи». Из 30 поданных заявок конкурсный отбор прошли только 20 семей из разных районов и города, готовых создать свое семейное дело. В течение 5 дней участники под руководством наставников Центра «Мой бизнес» пройдут путь от идеи до составления финансовой модели и дорожной карты развития. Программа включает в себя лекции, психологические тренинги по развитию личного роста и выездные экскурсии на успешные предприятия города. Финальное обучение в эту пятницу состоится за счет готовых бизнес-планов, а автор лучшего проекта получит грант в размере 150 тысяч рублей на старт своего дела. У них у всех разные планы по реализации. Самое главное направление этого года у нас это направление по использованию местного якутского сырья и различные виды местной этносоставляющей. Да? У кого-то там гончарная мастерская, у кого-то пошив одежды в якутском стиле. Такое, да, создание местных каких-то производств. В прошлом году у нас выиграла семья из Хангаласского улуса. Поступить на целевые места в Северо-Восточный федеральный университет стало легче. Для удобства подачи документов для абитуриентов заработал навигатор целевого обучения. В нем можно быстро найти подходящее предложение от работодателей, выбрать желаемое направление, форму обучения и перейти к подаче заявки на платформе «Работа в России». В 2026-2027 учебном году в СВФУ предусмотрено 351 целевое место по программам бакалавриата и специалитета, 340 на очную форму обучения, 11 на заочную. Еще 3 выделены в магистратуре.
Этот навигатор целевого обучения у нас, он ориентирован для абитуриентов и их родителей, чтобы они быстрее, оперативно и удобнее для них смогли ознакомиться с этими предложениями. Этот сервис помогли создать выгрузка из госкомзанятости, и студенты, которые меня проходили практику, это студенты Чукотского филиала, там и указаны и заказчики, и работодатели, и сколько лет человек должен отработать в том или ином месте после завершения своего обучения по целевому. В России предложили ввести единую федеральную выплату в размере 20 тысяч рублей для пар, проживших в браке не менее 50 лет. Соответствующей с инициативой главе Минтруда обратилась первый зампред комитета Госдумы по защите семьи. Предлагается установить минимальный порог выплаты с ее последующей индексацией, чтобы обеспечить единый подход к поддержке семейных юбиляров во всех регионах страны. По мнению автора проекта, такая мера станет важным стимулом для укрепления института семьи и признанием общественной значимости крепких многолетних союзов. Сильнейшие масс-рестлеры в России представят страну на 6-х всемирных играх кочевников в Кыргызстане. Соревнования пройдут с 31 августа по 6 сентября и соберут атлетов из более чем 90 стран. В этом году тренерский штаб сборной России принял решение направить на турнир первых номеров национального чемпионата для максимального результата. В состав команды вошли Лейла Шагисултанова, чемпион мира Айсен Мигалкин, Денис Федоров и Василий Захаров, чей переход в более тяжелую весовую категорию стал главной сенсацией отбора. Всего программа игр включает около 40 видов спорта, в том числе якутский масс-рестлинг и хапсагай. Это были все новости этого утра. До встречи в дальнейших эфирах. Ну, мы продолжаем вам рассказывать интересные новости, и сегодня хотим поговорить о женском предпринимательстве. Женское предпринимательство сегодня развивается все активнее, а вместе с ним появляются новые возможности для обучения, обмена опытом и получения государственной поддержки. Недавно в Москве прошел форум, где предпринимательницы из разных регионов страны обсуждали развитие своего дела, новые меры поддержки и делились успешными практиками. Среди участников была предпринимательница из Якутии, создательница туристической базы из Тампонского района Дарья Неустроева. Сегодня узнаем, с какими идеями она вернулась домой и какие возможности открываются сегодня для женщин, которые хотят развивать собственный бизнес. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро всем. Но звучит так: женщина-предприниматель. Вроде бы уже обыденно, но каждый раз все равно привлекает внимание. Расскажите, пожалуйста, что интересного было на форуме, какие идеи у вас появились и вообще с чего началась ваша история развития бизнеса? Ой, это проходил такой интересный форум. Он проходил с 30 июня по 1 июля. 2 дня проходил. И в этот форум меня пригласили с Владивостока, корпорация по развитию дальневосточного гектара. Они еще месяц назад мне предложили, я поначалу отказалась, потому что это было очень волнительно, очень ответственно, и я, попросту говоря, побоялась пойти. Но потом, в самый последний момент, меня все-таки уговорили родные, близкие подруги, и я решила участвовать. И вот мою кандидатуру выдвинули с Владивостока, предложили москвичам, да, и вот они, рассмотрев, не то что одобрили, но еще и как бы с оговоркой, что я буду выступать и рассказывать про наш проект. Ну, туристическое направление — это всегда очень сложно, трудоемко. Вот как вы решились? Ой, как сказать-то? Я очень люблю наши горы, и все-таки вот эта любовь преодолела все. У меня всегда была мечта жить на пенсии в горах. И когда я вот ездила в наши горы, я встречала путешественников, которые спрашивали, где можно безопасно переночевать. Я видела, что очень много пожилых людей тянет к нашим горам, много семей с малолетними детьми, даже с грудничками. И я всегда думала, боже, может создать туристическую базу, чтобы легче было им. Люди даже не знали местность, где что находится, допустим, где находится водопад, где удобнее всего подняться и на какие горы, где что посмотреть, какие локации есть. И вот я, скорее всего, с идеей помочь людям
и не просто жить на пенсии, а еще и подзаработать немножко, решила открыть вот туристическую базу. Ну, здорово, что это обернулось успехом, но наверняка для этого нужно обладать какими-то качествами, какими-то принципами. Вот на ваш взгляд, какими компетенциями, какими как бы личностными качествами нужно обладать, чтобы решиться на свой бизнес? Ну, тем более в такой области. В первую очередь, да, настойчивость, стрессоустойчивость, умение слушать людей, умение общаться с людьми, договариваться. Ну, я всегда еще, вот когда веду дела, да, с кем-то договариваюсь, я всегда помню поговорку, сейчас, наверное, все смеяться будут, наглость города берет. И вот эта решимость должна всегда присутствовать для ведения бизнеса. Это очень помогает. Это вот не побояться стучаться во все нужные двери, не побояться предложить какие-то новые идеи. И вот эта решимость очень многое значит. Какой бы вы совет дали тем людям, и в том числе женщинам, которые вот до сих пор вроде бы родили идею, но реализовать ее никак не могут? Я бы сказала так. Не бывает вот именно того самого момента идеального, да, скажем так. Должна быть мечта, и эта мечта всегда должна быть, это мое мнение, доброй, нужной людям. И вот тогда даже вот малознакомые люди, тем более, если есть семья, она станет надежной опорой, да, и даже сами небеса, если это доброе дело, идут к вам навстречу, и все получается. Так что не бойтесь мечтать, не бойтесь действовать, надо быть решительнее, и тогда все получится. Спасибо большое. Жалко, что у нас не так много времени. Желаю вам дальнейшего успеха, дальнейшего развития. Теперь мы точно знаем, где в горах можно отдохнуть и кому верить в свое приключение в руки. Дорогие друзья, правда, развивайтесь, верьте в свою мечту. Такой замечательный совет вы получаете сегодня. Всем доброго утра. Ну и напоминаем, что в нашем телеграм-канале Макси вы всегда можете в том числе задать вопросы нашим гостям. Мы обязательно им передадим и ответы также опубликуем. Хорошего дня, доброго утра, до новых встреч!